У каждого из этих детей своя история жизни, свой недуг. Стены интерната для них стали родным домом. Здесь они живут, общаются, учатся жить в обществе. Кроме жизненно необходимых ресурсов, эти дети нуждаются в добром отношении окружающих. В то время, когда благотворительные фонды и тысячи других неравнодушных пытаются поддержать и всячески оказывать помощь особенным детям, как материально, так и морально, насколько нужно быть черствым и бездушным, чтобы угнать автомобиль у детей-инвалидов и сирот. Этим вопросом в регионе в последние дни задаются многие. Заметив отсутствие машины, с этим потрясением сотрудники учреждения, как и сами дети, долго не могли справиться. У Хамзата Хусейновича машину угнали, нашу машину угнали. Только он поднимается, заходит, сразу вопрос ему задают. Нашли машину. Я не думаю, что тот, кто это сделал, что он не знает, чью машину и кому она относится, что он не думает, что он не знает, что он натворил. Поэтому это очень омерзительно с их стороны. И для нас это было очень омрачительно. Для нас, для наших детей, для сотрудников, для директора тем более. Угнанный автомобиль был подарен для нужд детей депутатом Госдумы Алиханом Харсиевым 2 года назад. Он стал незаменимым помощником для социального медицинского обслуживания интерната. Также на нем перевозили больных детей. Выехал по одним задачам, поступает по пути куча звонков, вопрос, который по пути приходится решать. Поэтому этот автомобиль эксплуатировался непрерывно, фактически непрерывно эксплуатировался. О случившемся Алихан Харсиев узнал в то же утро, когда обнаружили пропажу машины. Первым рейсом депутат Госдумы вылетел из Москвы и обещал, что гнусный поступок грабителей не повлияет на необходимость транспортировки больных детей. Интернат ни на один день не останется без собственного транспорта. Новый автомобиль той же марки дети получили в подарок в тот же вечер. Именно этому детскому учреждению для детей умственно отсталых, как бы сказать, инвалидов, которым нужен постоянный уход и очень пристальный уход, потому что кто смотрит на этих детей, он поймет. Я не говорю уже о работнике, который за ним присматривает. Это очень такое чувствительные моменты, и поэтому Алихан Ахмедович всегда уделяет этому заведению внимание. Автомобиль угнали в районе 3 часов ночи 31 октября. Он был припаркован у квартирного дома в Карабулаке. Здесь проживает директор интерната Хамзат Мальсагов. Водитель на больничном. По этой причине Хамзат Мальсагов большую часть времени сам выезжает по делам интерната и перевозит больных детей в медицинские учреждения. Пропажу он обнаружил в 5 утра и незамедлительно сообщил в правоохранительные органы. Местные жители предполагают, что преступники нарочно выждали момент, когда вся округа погрузится в глубокий сон. Труба поднимается, ложится. Они все это, наверное, знали или пробовали. Фиго, хаилышян. И вот так вот увели машину. В угнанном автомобиле остались некоторые личные дела, справки больных детей, документы и ключи от нескольких помещений в интернате. Также в ней были медсправки тяжело больной супруги Хамзата Мальсагова. К угонщикам у него одна просьба – хотя бы документы вернуть. Убежден, однозначно Всевышний накажет кого угодно, хоть в какой-то степени словом или делом был причастен к этому делу. Однозначно накажет, потому что это транспорт, не личный транспорт, не государственные какие-то вопросы, решавшие там какие-то. Это транспорт, который решали вопросы умственно отсталых, лежачих, больных людей, с рождения лежачих больных людей. Сейчас следственные органы в поисках угонщиков. Алихан Харсиев заявил, что лично будет следить за ходом расследования. Также во время приезда поинтересовался нуждами интерната. Уже долгие годы работники жалуются на разбитую дорогу, ведущую к интернату. Такси вызвать, такси сачаты государство.
Ой, мы не можем, у нас занятый такси, у нас нету такси. Нам приходится пешком выбираться. Алихан Харсиев обратился к руководителю Ингуш Автодор с просьбой заняться благоустройством дороги. В свою очередь Батыр Хаматханов обещал в скором времени решить эту проблему. Стоит отметить, несмотря на всю тяжесть работы с больными детьми, руководство и персонал интерната всей душой переживают за будущее своих воспитанников. Собственными усилиями благоустраивают территорию. Они не теряют надежду. Те, кто не постеснялся задеть чувства инвалидов, не останутся безнаказанными. Диана Дударова, Майрбек Миржоев, Новости 24.